Добрый день, ребята! Сегодня у нас математика, 6 класс, урок номер 17. Длина окружности и площадь круга. Нельзя изучать математику, не признав ее самой очевидной особенности того, что она интересна. Великий математик Перельман сказал: «Что я знаю о кругах?» Вопрос, скрытый заключающий в себе ответ. 3 целых, 14, 16 и многоточие. Что это такое? Сегодня мы с вами узнаем на уроке. Сегодня нам предстоит повторить определение окружности круга, диаметра круга, изучить формулы длины окружности площади круга и научиться решать задачи, применяя формулы длины окружности и площади круга. Объекты, которые имеют форму круга: компьютерный диск, часы или машинные колеса, также цветочная клумба или цирковая арена. Вспомним, перед вами окружность. О – это центр окружности, а Б – это диаметр. Что такое диаметр? Это отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через центр окружности. ОБ – это радиус. Радиус соединяет центр окружности и любую точку окружности. Что можно сказать про диаметр? АБ диаметр – это 2 радиуса, 2 умножить на ОБ. Или D равно 2R. Можно ли измерить радиус? Радиус можно измерить. А что еще можно измерить на чертеже? Длину окружности. Какую геометрическую фигуру ограничивает окружность? Правильно, круг. Итак, длина окружности. Возьмем любую окружность и мысленно разделим ее с одной стороны. Получается прямая линия, которая называется длина окружности. Длина окружности тем больше, чем больше ее диаметр. И длина окружности прямо пропорциональна длине ее диаметра. Для всех окружностей отношение длины окружности к длине ее диаметра является одним и тем же числом. Это число длина окружности c делим на d равно π. Число π. π равно 22 седьмых и приближенно равно 3,14, 15, 92 и так далее. Это бесконечная дробь. При решении задач мы чаще будем пользоваться π равное приближенно 3,14. 14 марта – это Международный день π. В любой окружности, независимо от ее диаметра, отношение длины окружности к ее диаметру есть величина постоянная, шедевр человеческой мысли, не менее ценный и прекрасный, чем, например, Джоконда Леонардо да Винчи. Обозначение отношения длины окружности к ее диаметру буквой π ввел в употребление в XVII веке великий математик Леонард Эйлер. Обозначение числа π происходит от первой буквы греческого слова «периферия», что означает «окружность». Как нам лучше всего запомнить число π? Даже стихотворение есть. Нужно только постараться и запомнить все как есть. 3, 14, 15, 92 и 6. Монумент числу π находится в Сиэтле на ступенях перед зданием Музея искусств. Итак, выведем мы с вами длину окружности. От латинского это длина замкнутой плоской кривой, ограничивающей круг. c, деленное на d, равно π. Отсюда c равно π умножить на d. Диаметр равен 2 радиусам, поэтому длина окружности будет равна 2πr или π умножить на d. Рассмотрим задачу. Вычислить длину окружности, радиус которой равен 1 см, 10 см,
100 сантиметрам 2 дециметрам. Пи берем приближенно 3,14. С равно πd равно 2πr. Если r равно 1 сантиметр, то c равно приближенно 2 умножить на 3,14 умножить на 1 приближенно равно 6,28 сантиметров. Если r равно 10, то c равно приближенно 2 умножить на 3,14 умножить на 10 приближенно равно 62,8 сантиметров. Если r равно 100, то c равно приближенно 2 умножить на 3,14 умножить на 100 равно 628 сантиметров. Если r равно 2 дециметра, то c приближенно равно 2 умножить на 3,14 умножить на 2 приближенно равно 12,56 дециметров. Чтобы определить диаметр ствола дерева, лесник измерил длину окружности ствола дерева. Она оказалась равной 3,3 метра. Каков диаметр ствола дерева? Пи берем приближенно 3,14. С равно пи умножить на d. Отсюда d равно c поделить на π. d приближенно равно 3,3 делим на 3,14 приближенно равно 1,5 метров. И записываем ответ 1,5 метров. Еще одна задача. Древнегреческий математик Архимед установил, что длина окружности относится к длине диаметра приближенно, как 22 относится к 7. Найдите длину окружности, диаметр которой 4,2 дециметров. Длина окружности равна π умножить на d. π это c, деленное на d, и π приближенно равно 22 седьмых. С равно 22 седьмых умножить на 4,2 приближенно равно 22 умножить на 0,6 приближенно равно 13,2 дециметра. И записываем ответ 13,2 дециметра. А сейчас мы выведем площадь круга. Если посмотреть, площадь круга больше площади четырехугольника, в данном случае квадрата, FKME, но меньше площади четырехугольника, в данном случае квадрата, ABCD. Площадь AFOE равно r в квадрате. Площадь ABCD будет равна 4r в квадрате. Площадь треугольника FOE равна 1/2 r в квадрате. Площадь FKME равна 2r в квадрате. Значит, площадь круга будет больше, чем 2r в квадрате, но меньше, чем 4r в квадрате. Площадь круга приближенно будет равна 3r в квадрате. А 3 это у нас приближенное число π. Поэтому площадь круга равна πr в квадрате. Рассмотрим задачи. Длина радиуса круга равна 6 сантиметров, а π приближенно 3. Найти площадь круга. S равно πr в квадрате. Подставляем числовые данные. S приближенно равно 3 умножить на 6 в квадрате равно 108 квадратных сантиметров. Ответ: 108 квадратных сантиметров. Следующая задача. Вычислить площадь круга, радиус которого равен 5 сантиметров. Π приближенно берем 3,14. Решение. Площадь круга приближенно равна πr в квадрате, приближенно равна 3,14
умножить на 5 в квадрате. Приближенно равно 3,14 умножить на 25. Приближенно равно 78,5 квадратных сантиметров. Ответ. Площадь круга равна 78,5 квадратных сантиметра. Рассмотрим еще задачу. Площадь круга равна 27,9 квадратных сантиметра. Пи берем приближенно 3,1. Чему равен радиус этого круга? Формула площади πr в квадрате. Подставляем числовые данные. 27,9 приближенно равно 3,1 умножить на r в квадрате. Отсюда r в квадрате приближенно равно 27,9 делим на 3,1. Приближенно равно 9. То есть r в квадрате равно 9. Какое число 9 в квадрате? 3, правильно. Значит, радиус равен 3 сантиметра. Записываем ответ. Радиус круга равен 3 сантиметра. Следующая задача. Окружность арены во всех цирках мира имеет длину 40,8 метра. Найти диаметр и площадь арены, если π у нас равно 3,14. Решение. S равно по условию задачи 40,8 метра. Формула S равно π умножить на d. Отсюда d равно c поделить на π. Подставляем числовые данные. d приближенно равно 40,8 делим на 3,14. Приближенно равно числители 4080 делим на 314. Приближенно равно 13 метров. Диаметр 13 метров. Диаметр по формуле 2 радиуса. Находим радиус окружности. 13 делим на 2, приближенно равно 6,5 метра. Ну, теперь находим площадь арены цирка. Она равна S равно πr в квадрате. S приближенно равно 3,14 умножить на 6,5 в квадрате. 3,14 умножить на 126,75. И площадь арены цирка равна 127 квадратных метров. Записываем ответ. Рассмотрим еще одну задачу. Найдите площадь круга, если 2/7 длины окружности этого круга равны 24,8 сантиметра. Пи берем приближенно 3,1. Первым действием мы находим 24,8 делим на 2, умножаем на 7. 86,8 сантиметра – это длина окружности. С равно π умножить на d. d равно c поделить на π. Приближенно равно 86,8 делим на 3,11. Приближенно равно 28 сантиметров. Находим радиус. Делим диаметр на 2. Получаем 14 сантиметров. Теперь находим площадь круга. Площадь круга равна πr в квадрате. S равно 3,1 умножить на 14 в квадрате или 3,1 умножить на 196 приближенно равно 607,6 квадратных сантиметров. Записываем ответ. Площадь круга равна 607,6 квадратных сантиметров. Следующая задача. На окружности, радиус которой 3 сантиметра, отметили 4 точки так, чтобы они разделили эту окружность на равные части. Вычислите длину 1/4 части окружности.
π берем приближенно 3. Длина окружности равна π умножить на d. d это 2 радиуса, то есть 2 умножить на 3 равно 6 сантиметров. c приближенно равно 3 умножить на 6 равно 18 сантиметров. А теперь мы находим длину 1/4 части окружности. Мы длину окружности делим на 4. Приближенно равно 18 делим на 4 равно 4,5 сантиметра. И записываем ответ. Длина 1/4 части окружности равна 4,5 сантиметра. Задача. Диаметр первого круга равен 4 сантиметра, а радиус второго равен 12 сантиметров. Найдите отношение площадей этих кругов. Решение. Находим площадь круга диаметра 4 сантиметра. Диаметр равен 2r. Отсюда r равен d поделить на 2. 4 делим на 2, 2 сантиметра. Находим площадь первой окружности, πr в квадрате. S1 приближенно равно 3,1 умножить на 2 в квадрате равно 12,4 квадратных сантиметра. Теперь находим, ребята, площадь круга радиуса 12 сантиметров. S2 приближенно равно 3,1 умножить на 12 в квадрате. Приближенно равно 3,1 умножить на 144 равно 446,4 квадратных сантиметров. Ну и третьим действием мы находим отношение площадей. S1 относится к S2, приближенно равно 12,4 делим на 446,4. Или 124 делим на 4464 равно 1/36. То есть отношение площадей равно 1/36. Задача. Как изменится площадь круга, если радиус увеличить в 3 раза? Рассмотрим первый случай, когда радиус, например, у нас равен единице, то площадь круга будет равна π умножить на 1 в квадрате равно π. Если радиус равен 3, то площадь круга будет равна π умножить на 3 в квадрате равно 9π. То есть площадь круга увеличится в 9 раз. Задача. Диаметр земного экватора приближенно равен 12 700 километров. Найдите длину земного экватора, если π округлите до целых, то есть π приближенно равно 3. Дано d равно 12 700 километров, π приближенно равно 3. Найти длину земного экватора c. Решение. c равно π умножить на d. c приближенно равно 3 умножить на 12 700. c приближенно равно 38 100 километров. И записываем ответ. Длина земного экватора равна 38 100 километров. Задача. Диаметр площади тайги, опаленной от взрыва Тунгусского метеорита тайги в 1908 году, равен примерно 38 километрам. Какая площадь тайги пострадала от метеорита? Давайте с вами найдем. Диаметр равен 38 километров. Диаметр – это 2 радиуса. Находим радиус 38, делим на 2, 19 километров. Находим площадь пострадавшей тайги. S равно πr в квадрате. S равно 3,14 умножить на 19 в квадрате. Или 3,14 умножить на 361. Получаем площадь опаленной тайги 1134 километров. Задача. Около водопада Виктория в Центральной Африке растет баобаб, окруженность ствола которого 26,2 метра.
А окружность ствола кипариса, растущего в Мексике, на 22,6 метра больше. Определите диаметры поперечного сечения ствола баобаба и ствола кипариса. Первым действием мы находим длину окружности ствола кипариса. 26,2 плюс 22,6 равно 48,8 метра. С равно π умножить на d. d равно c поделить на π. Диаметр поперечного сечения ствола. 26,2 делим на 3,1 или 262 делим на 31. Получаем 8,45 метра или 8 метров 45 сантиметров диаметр поперечного сечения ствола баобаба. А 48,8 делим на 3,1 приближенно равно 15,74 метра или 15 метров 74 сантиметра диаметр поперечного сечения ствола кипариса. И записываем ответ. Диаметр поперечного сечения баобаба и кипариса. Задача. В прямоугольной пластине просверлено круглое отверстие. Найдите площадь детали и ее массу, если 1 квадратный сантиметр весит 2 грамма. Π возьмем приближенно 3. Решение. Площадь прямоугольника равна А умножить на Б. 26 умножить на 15 равно 390 квадратных сантиметров. Площадь круга равна πr в квадрате. Равно 3 умножить на 5 в квадрате. 3 умножить на 25 равно 75 квадратных сантиметров. Находим площадь заштрихованной фигуры. Площадь прямоугольника отнимаем площадь круга. Равно 390 минус 75 равно 315 квадратных сантиметров. И найдем массу детали. Мы 315 умножаем на 2 равно 630 грамм масса детали. И записываем ответ. Площадь заштрихованной фигуры 315 квадратных сантиметров и масса детали 630 грамм. Итак, ребята, подведем итоги. Мы сегодня прошли длину окружности. Что же это такое? Это длина замкнутой кривой, ограничивающей круг. Длина окружности равна произведению числа π на диаметр окружности или произведению 2π на r. S равно π умножить на d равно 2πr. И площадь круга с радиусом r равен πr в квадрате. Итак, ребята, мы с вами подвели итоги урока. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. И спасибо вам за урок.